Здравствуйте, в эфире НТС. В это время, как всегда, вечерний выпуск новостей. В студии Айджан Казакбаева. И Манас Айджигитов. Добрый вечер. И вначале коротко о главных темах выпуска. Аэропорты в аренду. Правительство рассматривает возможность передачи воздушных портов в Бишкеке и Аше в доверительное управление иностранным инвесторам. Не все согласны с идеей. Как обеспечить права беззащитных малышей? Депутаты требуют усилить ответственность за насилие над детьми и предлагают внести поправки в Уголовный и Семейный кодексы. Надежда спасти ледники не погасла. Активист через суд требует отменить скандальные поправки в Водный кодекс. Заявление Фемида приняло. Первое слушание намечено на 20 декабря. Кохберу в списке ЮНЕСКО. Национальная конная игра кыргызов вошла в перечень нематериального культурного наследия всего мира. Какие преимущества дает нахождение в этом списке? А теперь все по порядку. Государство должно усилить ответственность взрослых за насилие над детьми. Об этом сегодня заявили депутаты Джоорху Кенеша. Сразу несколько народных избранников сегодня подняли вопрос жестокого обращения над малышами и подростками. Поводом для этого послужило видео, появившееся недавно в сети, где мужчина пинает своего 2-летнего сына. Народные избранники требуют провести парламентские слушания и общественные обсуждения изменений в Семейный кодекс. Подробности в нашем следующем сюжете. Нет худа без добра. Наверное, так можно описать ситуацию с видео, где отец жестоко пинает своего маленького сына. После того, как ролик выложили в сеть и мужчина получил 2 месяца заключения, общественность обратила внимание на факты издевательств над детьми. Сегодня этот вопрос стал практически главной темой дискуссии депутатов в разделе обсуждений вопросов «Разное». Народные избранники напомнили, что сегодня факты жестокого обращения в Кыргызстане становятся едва ли не нормой, и ситуацию эту нужно менять. 7-летняя девочка, убитая своей тетей. Жестокое убийство 10-летней девочки и нанесение тяжелых увечий ее 7-летнему братишке, дяде детей. Мать, убившая своих детей 3-4 лет. 5-летний ребенок, убитый своим отцом. Отчим, насиловавший 11-летнюю дочь на протяжении 3 лет. Таксист, который изнасиловал женщину на глазах ее ребенка. Кто? Кто приговорил его к сроку в 3 года? Когда статья изнасилования предусматривает наказание сроком от 8 до 15 лет. Таких судей нужно увольнять. А куда смотрит прокурор? Это сговор налицо. Примечательно, что тему жестокости в отношении к детям на пленарном заседании подняли только женщины-депутаты. По мнению народных избранниц, Джоорху Кенеш должен внести поправки в законодательство и ужесточить ответственность близких, жестоко обращающихся с детьми. Для выработки этих мер необходимы масштабные обсуждения проблемы. Всем известно, что в социальных сетях появилось видео избиения ребенка. Мужчиной этим оказался его отец, заместитель начальника Сокулукского ГРС. По данному факту было возбуждено дело по статье хулиганства, и ему определен срок заключения 2 месяца. И я считаю, что данное дело попадает под другую статью Уголовного кодекса. Я прошу провести дополнительное расследование и изменить статью. В 2016 году было 842 факта насилия, и это официально. И я считаю, что нужно жестко наказать, чтобы это было примером другим семьям. Парламентарии предложили провести общественные слушания и выработать меры борьбы с таким явлением, как насилие над детьми. Сейчас к депутатам регулярно поступают жалобы от матерей, которые просят помощи, чтобы попасть в кризисные центры. Оставлять ситуацию в нынешнем виде нельзя, отмечают народные избранницы. Последние истории обратили внимание всего общества на эту проблему. У нас тысячи таких историй. Парламент, правительство и правоохранительные органы должны работать. Нам нужно провести большое обсуждение по Семейному кодексу. Также считаю, что нужно провести парламентский час по этой теме. Я предлагаю следующий год снова объявить годом семьи. Только тогда мы сможем хоть как-то решить эти проблемы. Опираясь на последние факты, мы должны изменить ситуацию. Как скоро парламент назначит день для большой дискуссии на эту тему, пока неизвестно. Необходимо провести ряд процедур, прежде чем будут назначены общественные слушания. Однако оставлять этот вопрос только на словах народные избранники не намерены. Ситуация с семейным насилием уже и так вышла из-под контроля. Игорь Потанин, Бакыт Кошалиев, НТС.
Ну а пока депутаты думают над тем, как ужесточить наказание за насилие над детьми, решения некоторых судей по таким делам выносятся диаметрально противоположные. Как, например, вчерашний вердикт Каракульского городского суда. Мужчина, который обвинялся в развратных действиях над 7-летней девочкой, суд признал виновным, но дал ему всего лишь условный срок. Сторона обвинения, и не только она, а практически весь город, удивлены столь возмутительным решением Фемиды, которое, как сообщается, будет обязательно опротестовано в областном суде. Отметим, в ходе следствия было установлено. В июле этого года извращенец, пообещав девочке деньги, заманил ее в подвал строящегося здания и начал совершать развратные действия. Отметим, это не первый случай, когда служители Фемиды выносят слишком мягкие вердикты в отношении педофилов. Активисты не теряют надежды на спасение ледников на руднике Кумтор. Руководитель коалиции за демократию и гражданское общество подал в Межрайонный суд Бишкека заявление с требованием признать недействительными поправки в Водный кодекс. Автор обращения считает, что документ был принят с нарушением законных процедур. Сообщается, что заявление активиста суд принял к рассмотрению, и первое слушание по нему назначено на 20 декабря. Напомним, в середине ноября Джогорку Кенеш в 3 чтениях принял поправки, разрешающие производить так называемую разработку 2 ледников на месторождении Кумтор. Другими словами, их могут дробить по частям и перемещать в другое место. Экологи говорят, это по сути уже является уничтожением. В правительстве тогда объяснили, что другого выхода не было, что ледники и так почти растаяли. Правительство намерено нанять иностранную компанию для продажи Мегакома. Сегодня об этом сообщил премьер-министр Сапар Исаков. По его словам, заинтересованность взяться за продажу сотового оператора сегодня проявляют 2 компании. Одна из них – АФС, международная финансовая корпорация, которая входит в структуру Всемирного банка. Напомним, правительство несколько раз пыталось провести аукцион, но из-за отсутствия заявок они просто срывались. Не получилось реализовать Мегаком и путем прямой продажи. После этого речь зашла о возможном снижении цены. Глава правительства сообщил, что этот вариант не исключается. Сейчас фонд по управлению государственным имуществом проводит все расчеты и ведет переговоры. Отдать в аренду, не продать. Шумиха вокруг планов правительства привлечь к управлению аэропортами Манас-Йош иностранного менеджера в лице турецкой компании TAF Airports Holding не утихают после переговоров премьера с ее руководителем. Противники этой инициативы продолжают настаивать, что нельзя отдавать стратегический объект в руки иностранцам. Но ситуация такова, что объекты нуждаются в больших капвложениях. Нужно развивать инфраструктуру, проводить реконструкцию и выводить сервис сознанием дела на международный уровень. Тогда, говорят чиновники, на рынок зайдут солидные авиаперевозчики, а на аэродромах появятся новые самолеты. Впрочем, инициатива явно еще встретит не слабое сопротивление как со стороны общественности, так и отдельных парламентариев. Правительство намерено отдать аэропорт в аренду в частные руки. Желающие заняться управлением главных воздушных ворот страны есть. Это по-прежнему турецкая компания TAV Airports Holding, которая давно проявляет интерес к Манасу. Впервые о своем таком желании один из ведущих операторов воздушных гаваней заявил еще в 2014 году. Тогда, после ухода из Манаса американского центра транзитных перевозок, активно обсуждался проект создания на его месте международного трансконтинентального авиационного хаба. В следующий раз о готовности зайти в качестве инвестора TAV напомнили в прошлом году. А буквально на днях с ее исполнительным директором Мустафой Шенером переговоры провел премьер-министр Сапар Исаков, где обсуждался вопрос инвестирования этой компании в модернизацию, по крайней мере, 2 аэропортов – Бишкекского и Ошского. К внутренним органам управления со стороны фонда пока никаких претензий нету. Но я как ранее отметил, что это мировой практики, это нормальные вещи. То есть, насколько я знаю, данная фирма обслуживает где-то порядке 20 странах. То есть они входят, приходят там от винтика до болтика полностью. То есть они приводят в соответствии с мировым стандартом. То есть это позволит нам выйти на разные страны, то есть открытое небо будет. А те службы, пограничники, таможня, милиция, они также будут работать в штатном режиме. По словам Мурата Алиева, новый инвестор готов вложить на улучшение инфраструктуры аэропортов порядка $300 миллионов, которые надеются вернуть через 10-15 лет. Менеджерский опыт этой компании, по мнению чиновников, позволит увеличить и пассажиропоток, и привлечь на рынок крупные авиакомпании с новыми самолетами. Это положительно отразится на туризме и улучшит торговые связи со многими зарубежными странами. При этом опасения общественности по поводу допуска к такому важному объекту, как аэропорт, беспочвенны, уверяют в ведомстве. Приходит инвестор, вместе с тем мы
Даже с бюджета ни копейки не будет вложено. То, что они построят, через определенное время это останется у государства. Дальше этой же моделью будет уже аэропорт сам дальше управлять. Данный объект же является еще стратегическим объектом, но в планах продажи до аэропорта нет. От взлетно-посадочных полос до сервисов кафетерий – все это инвестор обещает вывести на международный уровень, подобный тому, что они обеспечивают в 17 международных аэропортах в различных странах мира, перевозя 100 миллионов пассажиров в год. Но и эти аргументы не смягчают мнение оппонентов. Потому что доверительное управление предполагает максимально большое наличие полномочий. От перестройки объекта, от ремонта объекта, от управления объектом, от установления правил пользования объектом. Поэтому они диктовать будут нам так, как нам хотеть. Меня удивляет, что акционерное общество «Аэропорт Манас», который приносит прибыль в течение ряда лет, который вышел на плюсовые показатели, и вдруг возникает необходимость передачи, пусть даже в доверительное управление. Вопрос здесь, инвестиции можно подтягивать в другие отрасли, недра, строительство и так далее. Но есть стратегические объекты, которые мы не должны выпускать из-под своего контроля. Я из этих соображений говорю. Нынешнее руководство международного порта Манас этой идеей тоже не рады. Согласно тем данным, которые они намедни озвучили прессе, их доход за прошлый год вырос и составил 1 миллиард 629 миллионов сомов. Улучшить условия обслуживания и пассажиров, и воздушных судов они смогут своими силами уже в течение 3 лет. А с передачей аэропортов инвестору есть уже как минимум одна проблема. Необходимо провести оценку портов, на что потребуется до $200 тысяч. Тем не менее, вот уже 8 лет Кыргызстан не может выйти из черного списка Международного агентства гражданской авиации. В первую очередь, это, конечно, проблема авиаперевозчиков, которые, по мнению ИКАО, не могут обеспечить безопасность полетов. Но и аэропорты проходят аудит ИСАГО на соответствие требованиям при проведении наземного обслуживания воздушных судов. Елена Яковлева, Нурбек Капаров, НТС. Президент сегодня принял председателя счетной палаты. Улугбек Марипов, как сообщает пресс-служба главы государства, рассказал Сооронбаю Жээнбекову о работе по контролю за эффективностью использования средств республиканского бюджета, об итогах деятельности за 2016 год и перспективах дальнейшего развития счетной палаты. Президент подчеркнул, что необходимо усилить контроль и мониторинг по результатам аудиторской деятельности палаты, так как при проверке выявляются нарушения и резервы на значительно крупные суммы, но в бюджет поступают незначительные суммы. Кроме этого, глава государства отметил о необходимости ускорения перехода на международные стандарты государственного аудита и обеспечения перехода счетной палаты из категории контролирующего ведомства в орган по оказанию помощи бюджетным организациям в принятии превентивных мер исключения финансовых нарушений. Очередное ДТП с участием патрульной машины в Бишкеке. Происшествие случилось на пересечении улиц Шопокова и проспекта Чуй. Очевидцы говорят, патрульная машина поворачивала в неположенном месте, пересекла двойную сплошную и врезалась в Мазду. Между ее пассажирами и милиционерами возникла словесная перепалка. Вскоре на место приехало около 40 представителей правоохранительных органов. К счастью, обошлось без пострадавших, если не считать, что водителя Мазды, машина которого получила серьезные повреждения. Как, впрочем, и водитель патрульной машины, восстанавливать их в нормальное состояние, скорее всего, будет он, поскольку предварительно можно сказать, что он стал виновником ДТП. Правительству поручили расследовать массовую гибель ворон в Чуйской области. Этот вопрос сегодня поднял в парламенте депутат от фракции Бирбол Бакирдин Субанбеков. Ему поступила жалоба от жителей Карабалты, которые обеспокоены содержанием вредных веществ в воздухе. Карабалтинцы не исключают, что гибель птиц в их населенном пункте вызвана работой нефтеперерабатывающего завода. В связи с этим народные избранники обратились к правительству с просьбой провести экологические замеры в этом районе и принять необходимые меры. Санэпидстанция сообщает, что вороны могли умереть от холода или голода. Однако орнитологи утверждают обратное. Местные жители считают, что это происходит из-за работы НПЗ «Джунда». Прошу правительства разъяснить ситуацию. Чтобы люди не переживали, нужно срочно провести лабораторные исследования. Жители Карабалты даже просят взять пробы воздуха для исследований. Условия захоронений должны быть одинаковы для всех. Такое замечание правительству сегодня высказали депутаты Жогорку Кенеша. К народным избранникам поступают жалобы на то, что местные органы власти в столице и Чуйской области не дают разрешений на захоронение тем, у кого прописка в других регионах. Законодатели возмутились таким отношением к усопшим и их близким. Депутаты потребовали выработать единые правила для всех кыргызстанцев.
Вчера ко мне поступила жалоба, что люди не могут захоронить своих близких. Появилась информация, что один молодой человек не смог найти 24 тысячи сомов, чтобы выкупить место для захоронения своего отца. Местные органы не дают разрешения, потому что у них нет прописки. Мы же все граждане Кыргызстана. Не от хорошей жизни люди сюда приехали. Нужно решить этот вопрос. Они должны иметь возможность проводить родных в последний путь. Запретить в стране порнографию призывают бишкекские активисты. В своей инициативе они руководствуются результатами исследований зарубежных ученых. Так, по их информации, порнофильмы наносят вред психике и физическому здоровью не только подрастающего ребенка, но и взрослого человека. В качестве рекламы в различных мобильных приложениях, играх и даже мультфильмах все чаще можно встретить непристойные ролики или объявления. Один неосторожный клик по ссылке и нестабильная детская психика оказывается под натиском информации 18+. Сабина Дамаскина продолжит тему. Порнография делает людей слабоумными, мужчины становятся ленивее, у них снижается желание иметь детей, а классическая интимная близость и вовсе перестает интересовать. Более того, семьи, в которых супруги любят посмотреть фильмы для взрослых, чаще распадаются. Об этом сегодня заявил гражданский активист Умар Камалов. Научно доказано, что в семье, где два человека смотрят порнографию, чаще случаются разводы. Мужчины и женщины думают, что многое из того, что показывают в этих пошлых фильмах, это нормально. Проявляется желание к различным извращениям. Такие фильмы навязывают неподобающую модель поведения. Люди считают, что в порядке вещей вступать в половую связь с чужими партнерами. Конечно, после этого мужчины начинают изменять. Однако позаботились активисты не только о сохранении института семьи. В своем желании запретить порнографию молодые люди руководствуются ее доступностью. Так, смартфон с выходом в интернет в руках подростка или маленького ребенка сразу же становится своего рода порталом для информации, содержащей сцены сексуального характера. Объявления и случайные переходы по порносылкам наносят непоправимый вред неокрепшей психике ребенка, а родители зачастую не в силах это проконтролировать. Родители заняты на работе, в это время детей никто не контролирует. В наше время у каждого в руках есть смартфон или планшет. Там всплывают пошлые ролики, реклама, которую даже взрослому человеку порой неприятно видеть, а детям тем более. А если ребенок случайно нажмет и перейдет по этой ссылке, там ведь сразу все показано. Это ненормально, что детей невозможно оградить от просмотра непристойных сцен. И ведь такая беда в каждой семье. Когда родители видят, они, конечно, запрещают, объясняют своим детям, что нельзя заходить на эти сайты. Но ведь круглосуточно не получится так отслеживать. Свою инициативу гражданское сообщество подкрепляет желанием на законодательном уровне запретить подобные сайты на территории Кыргызстана, блокировать ссылки откровенного содержания, их рекламу в различных социальных сетях и тем более мобильных детских играх активисты предлагают с помощью интернет-провайдеров. Сколько мы изучали, читали, это блокирует как раз вот по ключевым словам, там порно и так далее, все вот эти пошлые слова, которые пишутся, они блокируют. Если правительство заинтересуется и объявит тендер, то, я думаю, очень хорошие компании подключатся, установят эту программу, и она будет фильтровать доступ к интернету, вот, будет запрещать, то есть закрывать доступ к порносайтам, ну и ко всем материалам, такие негативные, отрицательные. Запретить фильмы с характерной пометкой 18+, активисты предлагают для начала на просторах интернета составить базу данных определяющих слов и по ним закрывать доступ в сети. После того, как подействует эта мера, гражданское сообщество рассчитывает перейти к цензуре откровенных сцен на кыргызском телевидении, будь то отечественный или зарубежный контент. Сабина Дамаскина, Владимир Кулбалдиев, НТС. Кажется, соседям на больших турнирах придется играть по нашим правилам. Речь идет о конно-спортивной игре «Көкбөрү». Дело в том, что наш «Көкбөрү» вошел наконец-то в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Именно с таким названием и именно с нашими правилами игры. Отметим, в Казахстане эта игра называется «Көкпар». Главный принцип тот же, но правила немного другие. И это различие создает сложности при проведении международных турниров. К примеру, у соседей почему-то вместо так называемых тайказанов просто нарисованные круги на песке. Есть различия по размеру игрового поля. Подробности темы далее в сюжете.
Эту новость в нашей стране ждали с нетерпением. Новость о том, что Кокбуру теперь в списке нематериального культурного наследия человечества. Наряду с трилогией Манас, Семитей Сейтек, праздником Наурус и другими достояниями кыргызского народа. Конная игра была заявлена именно от Кыргызстана. Для достижения этой цели пришлось потрудиться. Мы уже давно подавали заявку через наш национальный комитет ЮНЕСКО. Мы уже в рамках игр кочевников, то есть подавали заявку, мы готовили материалы. То есть мы очень много процедур проделали именно в этом отношении и внесли новые некоторые новшества. То есть был изготовлен муляж, который сейчас проходит тестовый режим. И кроме этого у нас по безопасности именно лошадей, по безопасности всадников, то есть очень многие вещи и коренные видеоархивы, то есть очень много материалов надо было собрать, чтобы подать эту заявку в ЮНЕСКО. Этот вид спорта популярен среди стран Центральноазиатского региона. В Козлодране играют и в Афганистане, и в Таджикистане. Только называется игра везде по-разному. И правила там немного иные. К примеру, в Казахстане игра называется кокпар. Лошади на поле без подков, муляж туши козла совершенно другого размера. Тактика у игроков иная. А вместо тай-казанов круги нарисованные на песке. Поэтому внесение именно Кокбуру в список ЮНЕСКО дает Кыргызстану некоторые преимущества. Включив именно с кыргызской стороны, мы сохраняем за собой именно название, именно правила и истоки, то есть откуда это все произошло. Наверное, много спорных моментов будет, что это как бы игра именно кочевых народов, общая там или еще какой-то, но каждая страна стремится, чтобы включили именно то название, которое есть в его стране, то есть в нашем случае Кокбуру, да, а не Кокпар. Кыргызстан впервые всех сформировал свою национальную сборную по Кокбуру. И в нашей стране разработали четкие правила для этой конно-спортивной игры. В Кокбуру по новым правилам у нас играют с 1997 года. Тай-Казан придумал Болот Шамшиев. С 2001 года у нас создана мировая федерация. В эту федерацию вошла и казахстанская сборная. И они все играли по нашим правилам. Ко всемирным играм кочевников мы немного правила дополнили. Я тогда был членом комиссии. Летом этого года Казахстан организовал чемпионат мира по Кокпару. Отечественной команде пришлось играть по чужим правилам. Несмотря на это, сборная Кыргызстана разгромила почти все команды с разгромным счетом. В финале наши спортсмены проиграли своему давнему сопернику, хозяевам турнира. Взять реванш удастся очень скоро, на третьих всемирных играх кочевников. Анастасия Соболева, Асхат Ибраимов, НТС. Ну что ж, наверное, нужно поздравить страну и любителей Кокбуру с этим событием. Мир, по сути, признал, что эта замечательная и захватывающая игра должна быть достоянием всего мира. И это очень приятно. Всем желаем хорошего вечера. На этом мы завершаем наш информационный выпуск. Далее после нас смотрите очередной выпуск журналистских расследований НТС. Увидимся завтра. До свидания.